Новый детский сад торжественно открыли в столичном микрорайоне Прометей, когда Прометейчик сможет принять первых малышей. Успехи отмечены во множестве сфер, а в Алдане подводят итоги уходящего года. Кто станет лучшим спортсменом Якутии, наш телеканал покажет сегодня гранд-финал 2020. Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Новый ясли детский сад открыли в микрорайоне Прометей. Садик под названием «Прометейчик» был сдан еще в начале этого учебного года, но из-за неготовых документов открытие объекта отсрочили. Сегодня в торжественном мероприятии принял участие глава Якутии Эсен Николаев. Отметим, данный объект возводился в рамках нацпроекта «Демография». На следующей неделе детский сад получит лицензию на ведение образовательной деятельности, а уже с нового года примет своих первых малышей. Садик будут посещать ребятишки от 1,5 до 3 лет. Для них в Прометейчике созданы все необходимые условия для развития. Я благодарю Григория Ивановича, в первую очередь, за настойчивость, Марию Леонидовну за правильную концепцию. И Прометейчик, наконец-то, наверное, получил то завершение, которое было задумано несколько лет назад, когда здесь от 1,5 лет до уже 1 класса дети смогут проходить дошкольное образование. Это замечательный такой труд, большой труд и строителей, руководителей, работников детского сада, системы образования города Якутска. Он на самом деле привел к очень такому хорошему завершению этой большой работы. Конечно же, огромное спасибо правительству Российской Федерации, президенту страны за проект «Демография». Деятельность Министерства транспорта Якутии в этом году была сконцентрирована на стратегических задачах, поставленных главой региона. Так обозначил уходящий год руководитель ведомства Владимир Сивцев, подводя его итоги. Отмечено, что работа Минтранса кратно усилилась в условиях пандемии, когда от быстрой и слаженной работы транспортного комплекса зависела жизнь и здоровье якутян. Из основных мероприятий министр выделил создание единого мобильного приложения для отслеживания движения судов на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях, ликвидацию разрыва на автодороге Кабяй, завершение строительства дорожно-ремонтных пунктов в арктической зоне, а также асфальтирование дороги Умнас до села Булганехтах. Между тем, в своем послании Госсобранию Юлтумена Эсен Николаев отметил, что ярким событием года стало завершение строительства автодороги Кабяй, которую смело можно назвать исторической. Она строилась целых 30 лет. По словам руководителя региона, по объему дорожных работ 2020 год стал беспрецедентным. Введено почти 550 километров автомобильных дорог. Также продолжаются работы на федеральных трассах. По нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют 200 километров региональных дорог, а в городе Якутске запланирован ремонт более 24 километров улиц. Однако глава Якутии считает, что состояние улично-дорожной сети столицы требует еще больших быстрых темпов. Я считаю, что состояние улично-дорожной сети Якутска, конечно же, требует еще более быстрых темпов работ. Качество дорог, и мы это все прекрасно знаем, особенно на окраинах, в пригородах, не отвечает никаким требованиям. Поэтому я ставлю задачу перед Министерством транспорта Республики и окружной администрацией Якутска отремонтировать в 2021 году не менее 45 километров улиц. Небывалые в истории республики дорожные работы должны навсегда изменить запрос общества к качеству и безопасности автомобильных дорог. Десятилетиями мы все мирились с плохими, иногда просто непроходимыми, непроезжими дорогами. Мирились с улицами в городах и селах, которые и трудно и назвать-то и улицами. И сейчас ни один рубль не должен быть закатан в некачественный асфальт. Ни один день короткого строительного сезона не должен быть упущен из-за плохой организации дорожных работ. Самое главное, он обозначил перспективы развития республики на несколько лет. Ну и поставил задачи по встрече столетия нашей республики. В этом аспекте нам понравилось то, что в Вьетнамском улусе в рамках этих мероприятий намечено строительство, например, к 125-летию Игоря Винокурова. Это новое здание культурного центра.
к 125-летию Максима Кировича Амосова. Это асфальтированные дороги в 35 километров от Намцев до Хатырыкского наслега. Водоочистные станции в Алекминске и Покровске планируют запустить в следующем году. Ведут объекты в рамках нацпроекта «Экология». По информации пресс-службы МинЖКХ региона, на строительные работы из федерального бюджета предусмотрели более 315 миллионов рублей. Так, в январе в эксплуатацию ведут водоочистные сооружения в Алекминске. На объекте полностью завершены строительно-монтажные работы. Стройготовность составляет 100%. Сейчас оформляют документы на ввод. Также идет строительство водоочистных сооружений в Покровске. Готовность объекта около 15%. Установили все сваи, смонтировали резервуары и выполнили заливку цокольного перекрытия. Ввод намечен на декабрь следующего года. Далее об эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии зарегистрировали 195 случаев коронавируса, в том числе 17 носителей инфекции. По информации оперштаба региона, 85 человек заболели в Якутске, в Мирнинском районе 18, в Нерюнгринском 15, по 11 случаев в Алданском и Мегино-Кангаласском районах, по 6 в Амгинском и Вилюйском. Также в Тампонском районе обнаружили 5 случаев заболевания. В остальных районах от 1 до 4 случаев. Налаженный рабочий процесс в условиях пандемии алданцы относят к основным свершениям уходящего года. В период подведения итогов успехи отмечены во множестве сфер. Так, в Тамоте ввели новое здание психоневрологического интерната, а в детском саду Алдана открылась группа для детей раннего возраста. Подробнее в сюжете Татьяны Вахниной. Коронавирусным называют алданцы уходящий 2020. На передовой в противостоянии с COVID-19 стоит медицина. В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией материально-техническая база алданской ЦРБ укрепилась существенно. Так, кислород теперь доставляется в инфекционное отделение не в баллонах. Он вырабатывается модульным генератором. Когда отпадет массовая необходимость в кислородной поддержке пациентов с пневмонией, генераторный кислород будет поступать в отделение реанимации. Оно способствует как раз-таки использованию широкого профиля, не только инфекционного. Жесткие ограничительные меры повлияли на все отрасли, и социальная сфера исключением не стала. В домах-интернатах Алданского района введенный в апреле режим полной самоизоляции не снят по сей день. Впрочем, 2020 оказался отмечен не только заточением. В уходящем году завершилось строительство здания психоневрологического интерната в городе Тамот. В феврале 2020 года был введен в эксплуатацию у нас основной корпус Тамотского психоневрологического интерната. Это большое событие для района, для республики и в таком очень масштабный проект. Первыми, кого коснулись вводимые весной ограничительные меры, оказались школьники. Если на первых порах детвора воспринимала прекращение занятий с энтузиазмом, то вскоре детям, а также их родителям пришлось перестраиваться на новый дистанционный режим. Переход на удаленные рельсы дался нелегко, но все же ребята научились пользоваться гаджетами не только для удовольствия. Освоить дистанционные технологии пришлось и дошколятам. В 2020-м Якутия отметила столетие дошкольного образования. Алданские детские сады отпраздновали юбилейную дату масштабно и ярко в онлайн-формате. Этот год у нас ведь не только год столетия дошкольного образования, но и 75-летия победы в Великой Отечественной войне. И если вот посмотреть на наш сайт, то вы можете увидеть там, сколько было сделано различных видеороликов, посвященных именно этой тематике. Достижения и нововведения имеют место и в практической дошкольной педагогике. Так, самые маленькие воспитанники Алданского детского сада «Снежинка» теперь 1,5-годовалые малыши. Ранняя группа открылась в садике в новом учебном году. Инновационная деятельность в «Снежинке» реализуется широко, и садик стал пилотной площадкой по апробации комплексной образовательной программы обучения и развития детей раннего и младшего возраста. Всего в эту группу зачислено пока 20 детей, некоторые из которых уже успешно прошли период адаптации, а некоторые еще только привыкают к условиям детского сада.
Безусловно, не все из намеченного было воплощено в жизнь. Некоторые задачи пришлось оставить на перспективу, а на достигнутые цели затрачивались очень большие усилия. К основным свершениям многие относят то, что жесткие ограничительные меры в какой-то степени закалили, и в условиях пандемии люди научились работать. Татьяна Вахнина, Алдан. Идем далее. В Нерюнгри антинаркотическая комиссия обсудила противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. В первую очередь был сделан анализ ситуации. По итогам 11 месяцев выявлено 58 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году эта цифра равнялась 71. Следующим вопросом на повестке дня стал доклад начальника комиссии по делам несовершеннолетних Анжелы Волковой об употреблении психоактивных и наркотических веществ несовершеннолетними. Если в прошлом году было зафиксировано 3 случая, то в этом году 1. Также утвержден план работы комиссии на следующий год. У нас круглосуточное межведомственное взаимодействие есть. Цифрами мы обмениваемся, вводим новые методы работы. Практическим инструментом у нас являются все наши муниципальные программы. В первую очередь это, конечно же, программа по профилактике правонарушений. Из-за ситуации по противоэпидемической ситуации на сегодня во всем мире, конечно, у нас массовые мероприятия на сегодня не проводятся. Насколько по возможности мы это проводим дистанционно, онлайн. Стараемся, значит, в Инстаграме все на интересующие вопросы родителей ответить, население ответить, проинформировать. Якутяне выбрали лучших спортсменов. Завершилось голосование «Гранд-финал 2020». На сайте sportyakutia.ru в течение 10 дней определяли лауреатов якутского спорта по 4 категориям. За звание лучшего спортсмена года по олимпийским видам борются Сардана Трофимова, Аял Лазарев и Василий Егоров. Лучшим спортсменом по неолимпийским видам может стать Матрена Наговицына, Андрей Федотов или Вадим Колтовской. Лучшего в национальных видах спорта выберут также из 3 спортсменов. Это Екатерина Белолюбская, Леонид Филиппов или Алексей Сазонов. А финалистами голосования за звание лучшего спортсмена года по адаптивным видам стали Анастасия Диадорова, Степанида Артахинова и Владимир Балынец. Всего в голосовании были засчитаны порядка 25 тысяч голосов. Имена лучших спортсменов Якутии огласят сегодня, 26 декабря в 18:00 в прямом эфире на наших каналах НВК Саха, Якутия-24 и Мамонт. Не пропустите Гранд-финал 2020. Начало в 18:00. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.